На экскурсии в города по Волге число приверженцев такого отдыха в России растет. Об этом свидетельствует анализ данных туркомпаний. Развитие круизных перевозок по рекам, модернизация причальной инфраструктуры и потенциал индустрии гостеприимства Чебоксар обсуждали на форуме «Чувашия туристическая». Подробности у Дмитрия Ковалева. Мне, например, приятнее там, не знаю, вкусно поесть найти. Редко меня привлекают какие-то народные промыслы. Я надеюсь, что у 90% туристов, потенциальных туристов Чувашии, у них более изысканные вкусы. Как удовлетворить потребности туристов, которых не интересуют сувениры и музеи? Таким вопросом озадачился зампред правительства республики Павел Данилов и привел в пример себя. Вице-премьер признался, что покупает только практичные вещи. Республика, говорят эксперты, должна стремиться к тому, чтобы здесь было комфортно каждому гостю. Как вы видите, у нас достаточно откровенное правительство в Чувашской республике. Помимо такого системного подхода, который сейчас продемонстрировал Павел Владимирович, у нас, конечно, есть и другие задачи, в том числе и с точки зрения эмоций, которая должна задержать туристов у нас в Чувашской республике, в городе Чебоксары. Представители компаний, которые специализируются на организации круизов по Волге, говорят, что к столице республики туристы проявляют большой интерес. За навигационный сезон Чебоксары принимают сотни теплоходов. Необходимы новые стоянки для судов. Возможностей речного порта уже не хватает. 6 мест для кораблей – предел. Возможно, нужно вынести причалы и рассмотреть, где их поставить в соседних городах, в самой республике, по примеру Мариинского посада. Не обязательно нужна причальная стенка, достаточно, если будут автобусы, которые смогут отвезти этих туристов по достопримечательностям. Круизные рейсы всегда приносят заказы местным туроператорам. Но есть проблема нехватки комфортабельных автобусов. Сейчас, отмечают эксперты, перевозчикам выгоднее работать на долгосрочную аренду, а не на однодневные туры. Также необходимо подтягивать сервис. Какие задачи, да? Разработка бренда круизного маршрута «Великий Волжский путь», решение вопросов дефицита квалифицированных гидов в пунктах судозаходов, создание совместно с региональными властями и частными инвесторами новых объектов показа. Привлекать туристов регионы намерены в единой связке благодаря проекту «Великий Волжский путь». Это может повлечь и развитие судостроительства. Скоростные суда, оно имеет свои преимущества. Это такое решение, которое можно реализовать достаточно быстро, при этом обеспечить немаленький трафик. Я, насколько знаю, у вас 19 тысяч было за вот этот год на Валдаях перевезено. Тема Большой Волги перетекла и в повестку другой стратегической сессии по обсуждению туристического потенциала городов. Эксперт Минстроя страны изучил недоработки и преимущества Чебоксар. Юрий Шередега отмечает, что необходимо использовать все возможности Великой Русской реки. К ней не везде даже можно попасть. Ее только видно. Она не продвигается. Там, не знаю, речная рыба, речные продукты, национальные какие-то костюмы. Ничего этого нет. Надо сначала понять, какой потенциал, его выявить. Впрочем, Чебоксары претендуют стать туристическими воротами республики. Глава администрации города представила маршруты для тех, кто прибывает по Волге. За 5 часов возможно посетить все знаковые места в столице региона, Цивильске, Марпасаде и Козловке. Маршруты интересны, но турпоток растет. Надо дать более широкий спектр выбора для туристов, прибывающих в Чувашию. Надо захватить более большой ареал. Теперь дело за совместной работой с туроператорами. Для обсуждения туристического потенциала городов одного дня явно недостаточно, отмечают эксперты. Дискуссия, это было предсказуемо, вышла за рамки отведенного регламента. У индустрии гостеприимства колоссальный потенциал, который необходимо раскрывать. Стратегические сессии форума должны стать точкой отсчета для предстоящей работы. Дмитрий Ковалев и Сергей Емельянов. Республика.